18 февраля 2015 года в Центральном читальном зале библиотеки БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы в рамках Года литературы и 70-летия Победы состоялся методический семинар на тему «Современная военная проза». В работе семинара приняли участие уфимские писатели Игорь Фролов и Светлана Чураева, доцент кафедры философии БГПУ Рушиня Лукьянова, старший преподаватель кафедры русской литературы Ирина Прокофьева, а также студенты первого курса русского отделения ИФОМКа и художественно-графического факультета. Работу семинара открыл заведующий информационно-библиографическим отделом библиотеки БГПУ Петр Федоров, который поздравил его участников с открытием Года литературы в нашем вузе. С основным докладом по современной военной прозе выступил участник войны в Афганистане, прозаик и публицист, заведующий отделом прозы журнала «Бельские просторы» Игорь Фролов. Свое выступление он начал с анализа творчества писателей, участников Великой Отечественной войны Виктора Астафьева и Николая Никулина, опубликовавших свои произведения об этой войне в годы перестройки. По мнению Фролова, роман Астафьева «Проклятый и убитый» написан человеком, разочаровавшимся в идеалах собственной юности. Живописуя грязь и ужас войны, писатель не видит смысла в огромных человеческих жертвах, принесенных нашим народом на алтарь победы. Воспоминания Никулина, научного сотрудника Эрмитажа, прошедшего войну простым солдатом, полны рефлексии ленинградского интеллигента, пережившего в юном возрасте тяжелые военные испытания. Эти мемуары о жестокой правде войны, написанные еще в 70-е годы, были опубликованы лишь через 30 лет, уже после смерти автора. Вторая пара писателей была представлена именами Эдуарда Лимонова и Александра Проханова. Известный диссидент и национал-большевик Лимонов выпустил книгу «Смерть» на основе своих поездок на локальные войны в Абхазию, Приднестровье и Югославию. В ней отразились его индивидуализм и авантюризм при описании военных действий, а также скупо сжатый стиль в духе Хемингуэя. Роман Проханова «Дерево в центре Кабула» был написан по горячим следам начала войны в Афганистане. Для этого автора характерно имперское мышление, яркие описания масштабных батальных сцен и неумение создавать убедительные психологические образы своих героев. Виталий Кривенко, автор книги «Экипаж машины боевой», успел в молодости попасть в тюрьму. В своей книге он честно и художественно убедительно рассказал о буднях советского солдата под Гератом во время войны в Афганистане. Донской казак Александр Карасев прошел 2 чеченские войны, сначала солдатом, а потом офицером. В сборнике рассказов «Предатель» он собрал свои военные произведения, среди которых выделяется рассказ, давший название книге о судьбе бывшего власовца. Брутальный писатель и публицист Захар Прилепин с голливудским размахом передал свои впечатления о чеченской войне в повести «Патологии». Это предельно откровенный рассказ о взаимном уничтожении людей, втянутых в военный конфликт на фоне сумасшедшей любви главного героя. По мнению Фролова, наиболее глубоким автором современной военной прозы является смоленский писатель, участник войны в Афганистане Олег Ермаков. Начав с афганских рассказов, этот писатель создал роман «Знак зверя» и повесть «Возвращение в Кандагар», в которых вышел на мифологический уровень осмысления афганской войны. Поэт, драматург, прозаик, переводчик и публицист, заместитель главного редактора журнала «Бельские просторы» Светлана Чураева представилась собравшимся человеком далеким от войны. Но и у нее есть несколько произведений, связанных с военной тематикой. Так, рассказ «Моя пятидневная война» посвящен поездке с маленькими детьми на юг, неожиданно обернувшейся невольным свидетельством страшного грузинско-осетинского конфликта в августе 2008 года. В своем коротком выступлении Светлана с присущим ей темпераментом обрушилась на писателей, пишущих юбилейные произведения к 70-летию Победы для галочки. Сотрудник библиотеки БГПУ Федоров задал Игорю Фролову вопрос, куда привела гуманизация отечественной военной прозы в наши дни. Несколько вопросов о нравственно-философских проблемах героизма задала доцент кафедры философии Лукьянова. Студенты тоже проявили активность и задавали свои вопросы уфимским писателям. В завершение встречи организаторы семинара поблагодарили писателей за глубокие и интересные выступления, которые будут полезны нашим преподавателям и студентам в их научной и учебной работе. Лукьянова вручила бывшему воину-афганцу Игорю Фролову красные гвоздики в знак признательности за его гражданскую позицию и в преддверии Дня защитника Отечества.